Добрый день, дорогие земляки. По состоянию на сегодня, 15 июля 2020 года, в Нюрбинском районе зарегистрировано 32 случая лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них детей 6 и 4 случая лабораторно неподтвержденных. Из 36 случаев зарегистрировано 18 больных COVID-19, из них 5 детей и 18 вирусоносителей, из них детей 1. Всего с момента открытия инфекционного отделения выписано 15 человек с выздоровлением. Один пациент выписан с Якутской республиканской клинической больницы. Сняты с медицинского наблюдения 17 человек, это вирусоносители. Если по населенным пунктам сказать, в городе Нюрба 32 человека, это 17 больных и 15 вирусоносителей. Из них 29 сняты с учета, это 15 больных и 14 вирусоносителей. В селе Антоновка это один вирусоноситель, уже снят с учета. В селе Чапана тоже один, тоже снят с учета. В селе Нюрбачан один больной, тоже снят с учета. И в селе Кундядя вирусоноситель тоже снят с учета. Для оказания медицинской помощи развернуты инфекционные и провизорные стационары для больных лиц и с подозрением на COVID-19 на 12 и 7 коек соответственно. На сегодня в стационаре Центральной районной больницы у нас получает лечение один пациент с подтвержденным диагнозом и один пациент с COVID-19 без лабораторного подтверждения. Вот один больной должен по состоянию тяжести перевестись в Якутскую республиканскую клиническую больницу. Сегодня мы ожидаем выполнения санитарного задания. В провизорном отделении 4 пациента с диагнозом внебольничной пневмонии. В рамках организованной противоэпидемической работы отобрано 1871 пробы материала, получено 1780 отрицательных результатов и 32 положительных. Сейчас в данное время в работе находится 56 анализов, из них 40 анализов это вахтовики. Меры в отношении лиц с положительным результатом приняты зависимо от клинического проявления заболевания. Установлено медицинское наблюдение за 11 контактными лицами с выдачей постановления о соблюдении самоизоляции. В целях профилактики завоза инфекции введен строгий учет за детьми, организовано на местах медицинское наблюдение. Всего в наш район прибыло 555 детей, снято с наблюдения 378 и находятся под наблюдением на отчетный период 177 детей. Районная больница проводит ИФА-тестирование на COVID-19 желающим на платной основе. Стоимость сдачи анализов 750 рублей. Желающие могут сдать по предварительной записи в Центральную районную больницу. Сельские жители обращаются к прикрепленным фельдшерским акушерским пунктам в участковых больницах. В данное время отобрано всего 22 анализа. Результат анализа выдается в течение 3 дней с момента забора анализа. Решением оперативного штаба района от 6 июля этого года торговые помещения обязали проводить санитарный день в зданиях и помещениях с применением дезинфицирующих средств 1 раз в месяц до особого распоряжения. Межведомственная комиссия в составе административной комиссии и администрации муниципального образования города Нюрба, Центра поддержки предпринимательства с марта месяца 2 раза в неделю проводятся рейды по торговым точкам по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Охвачены все торговые точки города Нюрба и села Антоновка. За июль месяц проведено 4 рейда в 26 магазинах и 3 торговых центрах. По нашим демобилизованным гражданам в апреле к нам прибыло 7 военнослужащих, в мае 9, в июне месяце 8 призывников. В июле должны приехать 8, из них на медицинском наблюдении 6, пока не прибыли еще 2 военнослужащих.
Всего по району сейчас работает 41 волонтер, из них 5 человек в городе Нюрба. В последнее время заявки стали поступать мало. Всего с момента регистрации с начала особого режима по району было отработано 2300 заявок. Данное время по нашим вахтовикам, которые работают в Нюрбинском горно-обогатительном комбинате, данное время 80 человек находятся в изоляторах. Они там придерживаются изоляционный период, это 10 дней. И в последнее время поступают вопросы о том, что когда же откроются наши медицинские учреждения, когда начнется приемы больных. На этот счет сегодня вам разъяснить ситуацию, потому что наша центральная районная больница уже поэтапное возобновление своих медицинских плановых помощи населению. Они там, заместитель главного врача Ольга Владимировна будет давать разъяснения, а также поступают вопросы по движению автобусных маршрутов по городу Нюрба. Также вот сейчас тоже разъяснение даст руководитель автотранспортного предприятия Геннадий Васильевич Игнатьев. Күнді бейді дұлақтарым, тұкен бүйінгі күн тұрғынан тәппетім күрдік бейхеқа білігін дағыны балығыня үшігая соқ. Республикаға бәға кейхә бейгі елдархаммыт оқағығар ұлартығылар кейділер. Ол күрдік бұл бүйінгеттен үйі сатапқа көйіқті әтебіт. Оны тоқымы yok ехін республикаға балығыня бұл ғытшыта хуағын ехін ұры кенники беремеға бұл әлбәбетіне хевестен үйі сатапқа көспетөбіт. Ол ата білігін бұл 2 стапқа олар бұд. Ол күрдік отта қолар бұл әтәбе күрдік общественное питание, бұл представителлері кафелар бұд, развлекательный бұл центрдар бұд ағылываттар. Білігін дағаны пассажирская перевозкалар, жакускай түттәкелерге ме санитарно-эпидемиологическое требование эме 2 сатап күрдік қалла. Онан оттан білігін 10 күнде сауған берді, бұл отойын хүйбет 4 күн өділі. Бейеға тәпіпі күрдік бір ұры бұтын состоятельно хебәстәмет жакусайга ытар болду бут. Онан оттан кендики биремет этеллеринен бұл республиканская оперативный штабка дағаны, бейгі дағаны орыен штабыгар. Бұл кендики білі бит ұры хақтар бұд барыта завозой характердақ ола атыттан жакускай кораттан оғылар, сеттер кәләхінден хибәстілер. Онан оттан білігін дағаны бейгін нәхәлек бағалықтарығар кора талты тәрете бит. Келиіне барыны контролларыгар. Оны тәне эппепі күрдік республика правительстветін бұл жағалатаққан тұрар. Қазбейді манна бейяға қарашаны кәлер болақтарына келіне төріппеттері, әбәлері, әлері местетігер нәхәлек алтатығар. Нүбба кораттан алтады әйтәнлер. Бұл оғылар қахан кәлбеттерін онына отчоғына бейгі медиктар бұд келінері наблюдение алдықтақтар. Онан өйдүйбін білігін дағаны бұл қатшақты мерелер балылар, қалламыт, куяс, оғынан баралықтан дорубиявытын қарыстанарттан, жоммутын сәргәбетін қарыстыр тұғыттан бұл әтелі бір мерелер тұту харкетігер ұңырау.